Дякую велике, ксьондз Вячеслав. Я ще попрошу вас уже на самом завершении импризы, или можно как бы прочитали хотя бы «Отче наш». Микола был католик, и шлях его до Бога был так само не просто, як у всех людей, не просто всего белорусов. Сапраўды, 4 года тому назад десятки миллионов людей доведались про ту трагедию, которая отбывалась на Донбассе. Это справа Ярослава Журавля, отказано за его персонально брал президент Украины Зеленский. И не одразу, а лишь там возникает имя белоруса, эстонца Миколы Ілліна, потому что первые повідомлення, яны были нават блытали его прозвище. Сапраўды, Микола прожил фантастичное життя. И нават ягоная смерть, и нават его поховання, они абсолютно знаковые для белорусской нации. Они показывают все наше життя во всей палитре. От того, что есть сапраўдна и повинно застаться белорусам назавжди, до абсолютно страшных трагедий, которые отбываются, что хвилины отбывались и в Ливии. Потому что, слушно сказано, он ратовал інших. Это был свідомий выбор. И страшно еще то, что не только спочатку был анонимный. Долго достатково тело было в руках российских оккупационных войск. Натурально Москва, как и Лукашенко, нарушает все давно международные конвенции и законы. И коли уже в Украине было передано тело героя, то вырезаны были практически все внутренние органы, как немагчыма было проводить медичную экспертизу. И как на всякий выпадок Россия обмежевала себя от наступств, которые однозначно трактуются международным правом как злочинство. Были збуджены прокуратурой Донецкой области криминальные справа по порушению законов войны. Были приведены и законы, и международные, пока лишь натурально, вы бачите, где страшная война. Забойство Миколы Ілліна отбылось 4 года. И вы, мама, что все были в Киеве, ведаете, костел Святого Александра, здається, коли не помоляемся. Это как раз, можно сказать, Майдан, сакральное место Киева. Так, 3 стяга на троне Миколы Ілліна. Абсолютно слушные, потому что загинул он за Украину. Это никто не может отмовлять, он реальный герой. И он был белорусским героем, коли пешего стратил Украину, так само, правда. Он был белый белый стяг. И мы абсолютно все удячны, это абсолютная правда, Эстонии, яка предоставила можливість Миколі отримати вищу едукацію. Це всюди проблема білоруської молоді, яка змагається з режимом Лукашенка, це страшна проблема. Яка надала йому естонське громадянство. Ми вельми вдячні, ми цього ніколи не забудемо. Естонці так само вели з повагою ставиться до пам'яті героїв. Я прошу пробачення перед всеми присутніми. Просто не было упевненості, що вдасться повновартісно все лето провести эту импрезу. И, сапраўды, я лечу, что лепш, каб яна адбылася при любой колькасці людей. Шчыра удзячна вам, что вы пришли. Бо просто боюсь, что раптом так атрымаецца, что забудутся, як шмат про что забылись. А забываться нельга. Забываться нельга, бо я буду про это крыху далей казаць. Микола Іллін насамрэч прожил фантастычнае жыццё, дзе вельмі шмат важныя рэчы для беларускай нацыі былі як таком павечальным містэрыі. Далей, калі адбылося развітанне в касцёле, уже пачалося ўрадавае мерапрыемства. Микола запавёў, і гэта запавет быў, каб ён быў кремированы, и его прах развеяны был над Украиной, Беларусью и Эстонией. Микола, ён просто поєдновує вот этой 3 країни просто своим лёсом, своей смертью, своим заповедом. Але коли уже выступал полномочный амбассадор Эстонии, коли выступал кіраўнік военно-морского флота Украины, уже был черно-белая стяга, не было. Было только
Гучала там і беларуская мова напрыканцы. Приехала з Беларусі маці беларускага героя. Я тады яе бачыў першы і апошні раз. На вялікі жаль, таксама яна ўжо памерла і няма ўжо на гэтым свеце. Мы таксама вельмі ўдзячныя павінны быць за тое, што Мікола Ільін нарадзіўся 23 красавіка 1984 года, прошу прощения. Бо натуральна, для нас це так само трагедія. І тих, хто особисто ведав Миколу, і тих, хто ведає його уже по факту його життя і героїчної смерті. Але ж натурально, це неможливо порівняти з почуттями матері, особливо коли що він був справді надією для його. Я насправді вельми хотілося, щоб і Микола вернувся живой в судовний город Могилев. Я думаю, це була сама велика мара. Для мене зараз буде вельми великий гонор, тому що, окрім всього іншого, повинна бути і рухлива білоруська праця. В 22 році, коли вже ніколи не було, почалася тотальная война, коли Россия перевела формат уже просто тотальной войны. На этой войне так само гинут белорусы. Тема, якая мусить бути у кожного. І якраз Наталія Радіна со всіх білоруських діячів найбільше зробила в этом керунку. Тому я вельми вдячний, що Наталія откликнулась и будет зараз выступать. Для меня великий гонор дать ей слово. И вельми прошу розповісти, бо Микола Ілін, як і всі інші справжні білоруські герої, і він не самотний. Є небесна Білорусь. В этой небесной Беларуси вельми шмат героїв. На великий жаль, але ж це так само наш білоруський льос. И мы мусим быть людьми, мы не мусим забываться про тех людей, которых мы могли ведать, ті ведали, с которыми мы уже ніколи не побачимся. Великий дякую, спадарі Наталія, за ту працю, яку ви робите в цьому керунку. Коли ласка, розкажіть про білорусів, які загинули за Україну.